Представители ГКНБ, кто из вас будет выступать? Или оба? Слово предоставляется представителю Государственного комитета национальной безопасности Ашамалиеву Улугбеку Тургангазыевичу. Уважаемый суд, участники данного процесса, изложенные в ходатайстве доводы Госкомитет нацбезопасности Кыргызской Республики считает необоснованными и несостоятельными по следующим основаниям. Статья 442 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики определяет, что пересмотр судебных решений в кассационном порядке по основаниям, влекущим ухудшение положения осужденного, оправданного либо лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий 1 года со дня вступления таких решений в законную силу. Установление подобного срока обусловлено необходимостью соблюдения принципа правовой определенности и стабильности вступивших в законную силу судебных актов. Ограничение времени для пересмотра судебных решений по инициативе стороны обвинения либо потерпевшего направлено на предотвращение произвольного или затянутого уголовного преследования и обеспечивает защиту лица от ухудшения его правового положения спустя длительный срок. Наряду с этим, отсутствие аналогичного срока для обжалования судебных решений в пользу осужденного отражает действие принципа гуманизма и презумпции невиновности, направленных на устранение судебных ошибок и восстановление нарушенных прав лица. Уголовное судопроизводство строится не на формальном равенстве сторон, а на обеспечении дополнительных гарантий лицу, подвергшемуся уголовному преследованию, как более уязвимой стороне процесса. В связи с этим потерпевший, обжалующий судебные решения в сторону ужесточения наказания, ограничен годичным сроком, аналогичным установленному для сторон обвинения. Такое ограничение не противоречит части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод. Конституционное право на судебную защиту не исключает возможности установления законом разумных процессуальных сроков, обеспечивающих баланс между интересами потерпевшего и принципом правовой определенности. В случаях, когда решение суда кассационной инстанции, принятое по истечении значительного времени, затрагивает интересы потерпевшей стороны, последние не лишаются права на защиту. При наличии уважительных причин пропуска срока он может ходатайствовать о его восстановлении. Это статья 138 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Доводы, обратившиеся в Конституционный суд Кыргызской Республики стороны о бесконечном и неограниченном использовании осужденным права на внесение кассационных жалоб несостоятельны в силу положений статьи 450 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, устанавливающие окончательность решения суда кассационной инстанции и невозможность его обжалования. Таким образом, ограничение периода обжалования не лишает потерпевшего на судебную защиту, а регламентирует порядок его осуществления, обеспечивая баланс между интересами потерпевшего в защите своих прав, интересами осужденного в стабильности вступивших в законную силу судебных решений и эффективностью уголовного судопроизводства. Спасибо.